улочка Дзержинского. Суббота. Мы идем в школу. Мы идем в школу. Будет посвящение в пятиклассники. Вот. А на прошлой неделе было посвящение в десятиклассники. Илью посвятили. Сейчас идем Анютку посвящать. Опа. Ой, как красиво. А что, ботинки? Нельзя. А, нельзя ботинки? Ой. Так, мы сейчас вместе с ними зайдем.
что тут будет? Что, Дим, так нет, с 9 команд пришла. Я говорю, с 18 до 9 по 2 человека. Какой сегодня? 2. Да, пишет 1. Все, что Гости, сегодня мы собрались, чтобы отметить торжественное событие – посвящение вчерашних пятиклассников. Мы готовы представить вам наших звездочек, мудрецов, умниц, виновников торжества, пятиклассников. 5 А-класс, классный руководитель Якубик Анастасия Владимировна. 5 Б-класс, классный руководитель Набиева Александра Саламатовна. 5 Г-класс, классный руководитель Канджалы Рамида Эльбрусовна. 5
была одна мама, учительница начальных классов, а сейчас у вас их очень много. Как предмет, так и новый педагог, и новый учитель. Он на вас смотрел, вы на него смотрели, привыкали в течение 2 месяцев. Я надеюсь, что вы уже все освоились, все у вас теперь позади. Теперь вы можете взяться за учебу с новыми силами, потому что вы уже освоили очень много. И вот посмотрите сюда, пожалуйста, вот на нашу сцену. Школа номер 10, мой дом. Он теперь для вас стал настоящим домом основной школы. Моя судьба от того, как вы сейчас закончите этот триместр, зависит многое в будущем. И моя надежда, для того, чтобы ваша надежда осуществилась, вы должны хорошо учиться, выполнять все требования учителей. Ну и, конечно, очень дорожить вашими классными руководителями, которые у вас являются спутниками. Они вас направляют по тому пути, по которому вам нужно идти. Мы желаем вам больших успехов, здоровья, отличного настроения, побольше пятерок, чтобы вы радовали своих родителей. Прибежали домой и сказали: мамочка, у меня сегодня все одни пятерки. И знаете у мамы, как поднимется настроение? Она ведь вас вообще расцелует, она будет рада, и еще вот добавится в ее жизнь. Так будем учиться хорошо, будем здоровы, всего-всего вам самого наилучшего. С праздником! Опасных конкурентов мы здесь представим вам свой класс, проявим мастерство, а вы скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Как по улице Дзержинской, школа 10 там стоит, и на 3-м этаже, в 33-м кабинете, обитает класс приятный. Посмотрите вы на нас, на ребята просто класс. Русые, есть брюнеты, даже встретили шатена. Ну а глазки вот у нас карие и голубые, и зеленые такие. Если рост весь наш сложить, в сантиметрах равен он 3656 сантиметров. В миллиметрах будет он 36 560 миллиметров. Нано мы считать не станем, а то дружно все устанем. Очень любим мы покушать гречка с курочкой и бутик, пельмешки, цезарь и шашлык, суши, роллы, хачапури, хинкали, пицца, шаурма, салатик, макарошки с сыром, бутик. Аппетит мы вам нагнали. Есть любимые цвета. Наш первый учитель, прекрасная, умная, наша Марина Владимировна Вавилова. Мы рады вам представить сейчас 24 наших мальчишек и девчонок. Задорных, умных, озорных, немного красивых. 14 нежных, красивых, милых девочек. 10 умелых, симпатичных, сильных мальчиков. Наши девчонки: Диана, Соня, Полина, Виктория, Милена, Алина, Анна, Маргарита, Полина, Диана, Алена, Лера, Василиса, Соня. Наши мальчики: Илья, Никита, Алексей, Роман, Тимур, Артем, Дмитрий, Никита, Георгий и Семен.
Наш классный руководитель, а это красивая дама по совместительству папа и мама. Учитель строгий и прекрасный. Руководитель наш, он очень классный. Хан Джанлы Рамида Эльбрусовна. Мы это супер, мы это класс. Каждый из нас в чем-нибудь ас. Закон жизни класса, закон правды. Запомни, правда нужна не только для тебя, но и окружающим тебя людям. Милена, наша староста. Наша Вика, правая рука Рамиды Эльбрусовны. Алина, наша СМИ. Диана Геворгян, заместитель старосты. Полина, наш библиотекарь. Алена, наш художник. Марго, наша ответственность за дежурство. Полина Митина отвечает за успеваемость класса. Лера, наш фотограф. Соня Шулепова отвечает за вечеринки. Диана, наш мастер стен газет. Василиса, помощник староста. Что они достойны быть пятиклассниками. Тогда вперед, до встречи с знанием! Не так быстро! Неужели вы решили, что я пройду ваше торжество стороной? Ишь ты, никому они ничего не докажут! А ну-ка, сколько будет важно? 6? 13? Ой, 13? Вот видишь, они уже и тебе Не показали. торопи! Головной уборщик скромный называется... Берет. Как пойдете на концерт, то купите вы? Яркий со свеклой салатик называют? Если четверо в оркестре, называется? Если вы вдвоем поете, значит, слаженный? Он на лук похож, оружие называют? В темноте кромешно виден человека. Что у Карла Клара крала? Замечательный. А с ранением солдата отправляют? Разбирается в манерах только истинный. Есть одна тогда ракета, если много, то... Он подтянутый и стильный, он спортсмен, и он... Эх ты, ну хорошо, будь по-вашему. Ступайте, все равно у вас ничего не получится. Представить себе было. Зовут меня Страшила, и я очень люблю загадывать загадки. Ну, итак, у меня есть для вас два задания. Первое, я вам загадам загадку, вы должны мне правильно ответить. Итак, слушайте, первая загадка. Около столовой, где обедали лыжники, было воткнуто 20 лыж и 20 палок. Сколько лыжников обедали в столовой? Можно? 5. 10. 10, 200. Кто сказал? Хорош. Итак, вторая задача. По морю плыли 9 акул. Они увидели косяк рыб и нырнули в глубину. Сколько акул осталось в море? 9. Да вы умные, капец. Вот и мне стать таким же. Итак, последняя загадка, и потом будет вообще самое сложное задание. Так, наступил долгожданный декабрь. Погода стала хорошая. У нас в саду сначала зацвели 2 сливы, а потом 3 яблони. Сколько всего деревьев зацвело? Что? Ну, я думаю, Итак, сколько же зацвело? 0. Да вы вообще умницы. Я бы никогда на такое не ответил. Итак, ребят, а теперь вы же умеете решать вот такое? Тут зашифрованы слова, тайные сообщения. И вам нужно узнать, что тут написано.
Итак, что же написано в первом? Да, умница. Красавчик. Второе слово какое же у нас? По, два. Хорошо. Итак, третье. Патриот. Ну что ж так не уверенно? Все громко, вместе, дружно. Итак, давайте дружно. Молодцы. Так, красавчики. Самое сложное. Так. Угадывайте все безошибочно. Я вам завидую. И последнее слово. Так что же? Молодцы, ребята. Вы вообще красавчики. Итак, поздравляю вас. Ответили на все вопросы правильно. И теперь вы можете смело продолжать свою передачу. Мы еще увидимся. Всего доброго. Здравствуйте, ребята, я Лев. Я иногда могу заикаться, потому что у меня... Это не то, что у меня нет храбрости. Это потому что так получилось в жизни. И я вам предлагаю отгадать кроссворд. И в каждом слове будет 5 букв. Ой, не, я вам набрал. В каждом слове будет буквы из моего имени. А меня зовут Лев. То есть будет в каждом слове буквы Л, Ж и В. Вот кроссворд, вы можете подойти все вместе и отгадывать. Мне отпал вопрос. Вот, можете подойти все вместе и там отгадывать. У вас на это 5 минут. Нет, сидеть нельзя, отгадывать. Ничего, ребята. Что ты делаешь? Алло, кукол. Ребята, вот это Помоги жить классно. потом скидывай. Хлеб. А я за. Этот хлеб острый, как хлеб. Вы че, хлеб? Там кроссворд. Лезвие. Хлеб. Блин, так, третье. Ну, отгадывай. Последнее? Я знаю, что последнее. Что? Алена, там, туда вот, где Рома стоит, там можешь посмотреть. Василиса. На вопросы посмотрите. Вот, ребята, это другие вопросы. Не, это все там правильно. Там по порядку все идет. Ура! Ленивец. Сам себе думаю. Победа. Ура! Не можете отгадать четвертое? А я ручку нашел. Ну давайте, у вас там время чуть-чуть осталось. Я сказал 5 минут у вас осталось 2 минуты. Вы же говорили это слово. Ну давай, заполни еще. Ну давай. Свои буквы не правит государство. Кто у нас может править государство? Давайте. Ну давай, есть в слове Путин хотя бы 10 лет. Президент дальше. Нет, не президент не подходит дальше.
Император. Дальше. Не может быть таким императором. Дальше. Одну букву. Царе, не царе. О, красавцы. Ура! Где заиграть? Сама такая. А тут что, я не боюсь. Ура, красавцы! Вы быстро отгадали. Вы быстрее отгадали прошлого класса. Можете собирать это с собой. Красавцы! Это очень мило, это мое. Удачи. Давайте, ура! Разгадали. Нет. Очень частично. Давайте минуточку внимания. Здравствуйте, ребята. Я Железный Дровосек. И увы, мое сердце совсем заживело. Пожалуйста, покажите мне, каково это любить и быть любимым. Ваше задание заключается вот в чем. Вы должны разбиться на две команды и по очереди называть слова, обращаясь к человеку напротив. Чем больше ласковых слов, тем лучше. На это задание у вас 5 минут. Разделитесь сначала на две команды. На две команды разделитесь. Не надо, просто взяли по молоку и все. Да, быстренько. Кто угодно. Нет, вы не говорите. Любой. Что ты думаешь об этом человеке? Ласковый. О любом. Кто первый подает взгляд? Нет, о своей Какая команда? Давайте дальше. Давай. Молодец. Первая команда. Какой же другой? Хорошо. Первая. Старайтесь. Любой кто-нибудь. Другой главное. Другой. Давай. Молодец. Первый, давай. Молодец. Вторая. Давайте кто-нибудь еще. Я сделал синтетический раствор. Здравствуйте, ребята! Ну что, как приходится в 5 классе? Сложно или совсем справляетесь? Молодцы! В классе хуже будет. Нам родители про вас очень много рассказывают. Говорят, что вы очень одаренные дети. Давайте же это проверим. Перед вами на столе лежат карточки с именами авторов и их произведения. Но они, к сожалению, перепутались. Помогите книге найти своего автора. Все подойдите Некрасов. Да я откуда знаю, что Некрасов? Что ты ничего не знаешь? Бородина кто написал? Лермонтов, вот так, да. А кто написал Чехов? Кто написал Чехов? Давайте вот это. Что, подожди. Лермонтов, Бородина, Чехов. Заколдованное место, кто это? Чехов. А нет, заколдованное место это Пушкин. Или Гоголь, нет, Гоголь. Это Гоголь, да. Заколдованное место Гоголь. Заколдованное место. Кто Пушкин читает? Что такое хирургия, ребят? Я не знаю. Там убивают людей. Хирургия, что это? Это там, где людей убивают.
Чех добивать. Давайте Чехова. Ну, допустим, мы просто наугад что сделаем. осталось. Все, мы наугад сделаем. Думаю, на место, что просто. Если будете делать наугад, ладно, что долго тут останетесь, надолго? Мне кажется. Так, ну, все, Все? вроде бы, да. Уверены? Нет, сейчас проверим. Ну, у нас неправильно вроде. Пушкин, Лукоморье. Чехов, Крылов, да, верно. молодцы, ребята. Лермонтов, верно. Вчера читали. Также. Нам задали это мучить. Что? Молодцы, ребята. Ну, молодцы. А я Ну что, ребята, вы отлично постарались, проделали большой путь, но впереди вас ждут еще приключения, интереснее и интригующего другого. Готовы стать пятиклассниками вместе с Катошкой Вели? А для этого нужно произвести заклинание после каждой строки, которого не говорите, кричите, ленемся, все меня услышат. Ну давайте начнем. Прибегать в школу к первому уроку с горящими от любознательности глазами. Клянемся? Клянемся! С волчьим аппетитом поглощать все знания. Клянемся! Что-то я не расслышал. Я понимаю, пятиклассники. Вы дружными, активными и инициативными. Клянемся!